Здравствуйте, с вами передача «Встреча с интересными людьми». И сегодня у нас в гостях председатель Союза ветеранов-добровольцев Георгий Александрович Малышев. Коротко расскажу. Георгий Александрович – участник СВО. И не просто СВО, а в составе ЧВК «Вагнер». Это частная военная компания, добровольческое подразделение. Да, сейчас 25 декабря, по-моему, Владимир Владимирович подписал указ о возможности создания добровольческих подразделений на базе Росгвардии. И, насколько я знаю, формируется первый добровольческий корпус, называется. Но это, по сути, правопреемница ЧВК «Вагнер» будет. То есть, с теми же, то есть со своими командирами, со своими атрибутикой, с флагами. То есть все как положено. Как вы вообще попали в ЧВК «Вагнер»? Было принято решение идти защищать Родину. И, соответственно, пошел, поехал в Краснодар. Вы служили вообще? Я даже в армии не служил. Да. Чувство патриотизма, без всякой там этой понтов, как говорится. Надо защищать, значит, надо, пойдем. И пошел. А родные как же? Сначала обалдели, конечно, но потом с пониманием отнеслись. Как говорится, кто-то уехал в Казахстан, кто-то поехал на войну. У каждого человека есть свой выбор. Это был мой личный выбор. Я просто выбрал себе такой путь. Вот и все. Вот вы попали в ЧВК «Вагнер». Из чего началась ваша служба? Меня направили в артиллерийские корректировщики. Обучение закончилось, и нас за ленточку отвезли на автобусах. Так рассказывайте, будто на автобус, как на экскурсию, да? А примерно и так. Никто ничего не понимал уже, как абсолютно деревянные по пояс, поехали туда. И что дальше-то произошло? Дальше приехали, где стояло это высшее руководство нашего артиллерийского подразделения. И только там я узнал, что меня в артиллерию на гаубице Д-20 номером расчета закидывают. Меня привезли на позицию, и считай, 90 дней я, как говорится, в расчете артиллерии гаубицы Д-20 отработал. Рассказывают легенды о ЧВК «Вагнера». И какая там была дисциплина? Дисциплина жесткая. Я бы сказал, даже жестокая. Это и оправдано. Перед тем, как вы говорите, пойти за ленточку, еще проходили четкие психологические разговоры. Там культивируется дух, скажем так, этот высокий дух вагнеровский, боевой. Культивируется как? Тебя готовят, тебе говорят. Вот здесь до ленточки ты, если хочешь, откажись. Там тебя, скорее всего, или убьют, или ранят. Другого варианта нет. То есть война идет жестокая, противник сильный, и мы наступаем, мы серьезно там бодаемся с ним. А война — это не фильм, это не книжка, это не... Даже, скажем так, у нас были с чеченской войны пацаны, даже с афганской были люди. И все как один они говорили, что то, что было там, это все цветочки, это все ни в какое сравнение не идет с тем, что у нас происходит сейчас. То есть мы воюем с армией, не с повстанцами, не с какими-то там пастухами там где-то в горах. Это конкретная армия, которую снабжает весь западный мир. Хорошо вооруженная, с высокотехнологичным оборудованием. То есть там серьезная война идет, самая настоящая, без шуток. Ее называют специальная военная операция, но я считаю, это, мое личное мнение, это конкретная война. Не придумано ничего нового. Это 41-42 год. Приказ 227, ни шагу назад. И это очень ярко у нас культивировалось. В каком смысле? Пацаны же в обществе общаются, например, да? И западло быть там, я не знаю, там каким-то там, не ответить за слова или еще что-то такое, да? И в Вагнере западло быть трусом. Просто если ты себя так проявляешь, ты попадаешь, если тебя, конечно, не жестоко не накажут, если никто не пострадал, ты попадаешь в вакуум. Ты становишься человеком, отбросом. Что ВСУ не брало в плен вагнеровцев? За нас я ничего не буду говорить, но нас точно не брали. Это, возьмут, просто помучают перед смертью, но все равно убьют. Это нам и видео показывали, все, мы знаем, просто сами видели уже результаты. Поэтому в плен сдаваться нельзя. Каждый сам выбирает свой путь, но
четко понимаешь, что там будет еще хуже. Ну, вот лучше подорваться к черту или там, я не знаю, застрелиться, что-то сделать такое, если ты не можешь никак избежать этого. Я знаю, что у ЧВК «Вагнер», да, свои награды и своя доблесть, да, как бы. Да, у нас есть свои награды. Черная. Это черный крест окопный. То есть это награда, которая дается людям, которые, ну, действительно воевали. То есть тыловым подразделениям он не выдается. Ну и бахмутская мясорубка из-за взятия Бахмута. Битва за Бахмут, чем она вам дорогая? И что там было? Нужно было вытянуть на себя основные боеспособные части и перемолотить их. И пацаны это сделали. Особенно штурмовики, вот парни, они все до одного героя. Просто вот все до одного, кто выжил. У нас же нет там такого, там, выжил, потому что ты был более опытный или там более... Просто кому-то повезло, а кому-то не повезло. Вот кому повезло, вот они вот здесь, сейчас парни наши. Ну а бахмутская мясорубка, в чем она была сложна для вас хотя бы? Представьте себе, вот 90 дней безостановочной войны. Просто безостановочной. Никаких ротаций, отводов, ничего. Я там 2 месяца не мылся. Жили вот в этом. И постоянно идет вот так вот, как колесо. Спишь по 3 часа, по 3,5 часа в день. И постоянно все вот это вот боевая работа, боевая работа. Под конец уже просто вот мечтали, чтобы или ранил, или убил уже. Просто, ну, предел же есть человеческим возможностям. Уже все, уже вот, ну, через, там, я не знаю, через какие резервы, там уже и резервов-то не было. Это сейчас вот вес я набрал, а выходили, когда мы там взвешивались, весы были, 66 килограмм я весил. Вот я вот сейчас, посмотрите, я вот под 90, а тогда я весил 66 килограмм. У нас ни одного толстяка не было в войсках, ну, в наших этих частях. Ну, войны без потерь не бывает, а тем более, если ты ведешь наступательные действия, тем более, если ты ведешь их там на таких напряженных участках, когда тебе прям, ну, стаскивают войска в одном месте локально. Конечно, потери неизбежны, но вот я хотел бы этот миф развенчать, что у нас там были прям горы трупов и так далее. Были потери, были серьезные потери, но это были потери, которые нельзя было избежать. Потому что это война, на войне гибнут люди. Когда ты наступаешь, у тебя будут обязательно потери, никуда ты от этого не денешься. Вот вы приехали в Якутию, да, обратно домой, как сейчас дела налаживаются или есть определенные вопросы? Дай, думаю, схожу в фонд защитников Отечества. Нет, сначала в военкомат пошел. Вы приехали, пошли в военкомат? Ну да, надо же на учет вставать, как бы я же законопослушный гражданин. Прихожу, я говорю, а там по поводу ЧВК, там какие-то движения. Нет, все, вы официально не участники специальной военной операции. Все, говорит, идите отсюда. Ну, я выхожу, и тут же, а не хотите ли к нам на контракт? Такой подход у них. Потом сходил в фонд защитников, там то же самое. Ну, и вот тут у меня стало это, как говорится, кипеть внутри. Просто я вот, ну, как сказать, даже больше не за себя, за пацанов. Вот за штурмовиков, за наших, за парней. То есть, ну, там просто все герои. Там, понимаете, вот ты попадаешь, когда в Вагнер, ты не можешь ни откосить, ни запятисотиться, ничего ты не можешь. Ты можешь только выполнять свою боевую задачу, то, что тебе сказали. А слушаться командира ты тоже не можешь. Ты просто тупо работаешь. Мы не служили, мы работали. И я могу за наших пацанов 99% дать гарантию, что они вот это хлебнули горячего до слез. Имеется в обществе некий стереотип, что вот они вот там, все равно они зэки, там, они 40, они... Но вот я честно скажу, вот каждому, наши штурмовики, особенно ребята, вот, бывшие заключенные, неважно, они себя на 100 лет вперед реабилитировали. Они через такое прошли, что это у гражданского населения, да что, у военного, у большинства военных просто фантазии не хватит. Все представить, через что они прошли. Просто фантазии не хватит. Там, ну, страшно было, очень страшно. Потому что Вагнер воевал вот бескомпромиссно. То есть надо, значит надо. Я еще раз говорю, мы вот выжили не потому, что мы супер бойцы или так далее. Просто кому-то повезло, а кому-то не повезло. Дела обстояли именно так. Вот мне повезло. Понимаете, вот пацанам повезло.
так сказать, вот у нас орудие стояло, да, 3 неразрыва. Спереди, сбоку и сзади. 150-миллиметровых снарядов, натовских, современных снарядов. Это, ну, чудо же это же. Это вот, как сказать, значит, ну, или Бог увел, или как. Повезло. То есть мы три раза должны были погибнуть. Как это происходит, я не знаю. Это, ну, как бы на фронте атеистов нет. Там во все это веришь. И вот я со многими вот этими бывшими заключенными пацанами общаюсь. Они все как один говорят, большинство. Такой шанс нам дала ну, Бог дал. Жизнь, что вот вернулись с этого. Они все хотят вернуться в нормальную жизнь. Нормально жить. Не уходить туда обратно по ту сторону забора, а конкретно нормально жить. И в этом плане отсутствие вот такой внятной социальной поддержки, это, ну, вот это вот, как-то, знаете, одних считают героями, да, показывают по всем каналам, по всем новостям, а наши парни, да, они как вот, ну, как будто не при делах. Хотя они, по большому счету, вот они и есть настоящие герои. Без шуток. Люди на пулеметы шли. На пулеметы шли. Понимаете? И у них шагу назад нельзя было ходить. То есть не шагу назад, все вперед и все. Мы должны вернуть этих людей в жизнь общества, в социальную, нормально. Они сами этого хотят. Ну, в общем, начал это разбираться. Фондом стали в первую очередь работать. Вот Лилия Александровна, она прям, ну, во многом благодаря ей началась вот какая-то вот. Это кто у нас, Лилия Александровна? Она зам руководителя фонда защитников. Прям вот она прочувствовала, поняла, вот, и вот мы как-то потихоньку, где-то с кем-то она договорится, где-то что-то. Ну, по закону-то ничего нельзя пока. Скажите, какая помощь сейчас вам необходима, в принципе, вот так вот? Может быть, действительно кто-то возьмет и поможет сходу? Ну, есть просто неблагополучные там семьи, там где-то продуктами помочь, элементарно, да? Нормально трудоустроить, лечить. Вот мы, кстати, через фонд договорились, в Красной Якутии там многие же пьют, к сожалению. Ну, вот это так, это без последствий такая война ни у кого не пройдет. Красная Якутия, например, она бесплатно принимает, полный курс лечения проводит. А вообще на какой стадии сейчас оформления вот, вашей общественной организации? Ну, все документы сформированы и отдаем в Минюст на регистрацию. Спасибо за внимание. До скорой встречи. С вами была передача «Интересные люди» и журналист Олег Желнин.